Уже с начала года из-за закрытия границ ряд горнодобывающих предприятий начал испытывать трудности с поставкой оборудования. Кроме того, зарубежные специалисты, занимающиеся пусконаладочными работами и инженерной деятельностью, не смогли приехать в Кыргызстан. Одним словом, из-за пандемии коронавируса некоторые компании, особенно в сфере недропользования, вынужденно простаивали. Общий ущерб, нанесенный компанией, составил 50 миллионов сомов. Мы работаем в Кыргызстане с 2007 года и вложили около 15 миллиардов сомов инвестиций. На предприятии работает более 800 человек. Большинство из них граждане Кыргызстана. Ежемесячно мы оплачиваем примерно 30 миллионов сомов налогов. Наша просьба, чтобы никто не остался безнаказанным, и нам вернули готовую продукцию. Из-за карантина на 3,5 месяца приостановила свою работу и китайская золотодобывающая компания Full Gold Mining в Алабуке. Безусловно, простой принес ей немало убытков, но положение ухудшилось во время октябрьских событий. Тогда неизвестные проникли на территорию предприятия, избили сотрудников, повредили имущество и вынесли ценные вещи, в том числе готовую продукцию. Во время октябрьских событий пострадала и другая китайская компания, которая занималась строительно-монтажными работами на месторождении Джерюй. Наши тоже техники и строительный материал, и наши сотрудники это угрожали, избили. В принципе, работать можно. Ну, каждые 5-10 лет обязательно один раз такое повторится. Каждые 5 лет революции? Да, 5-10 лет. Государство обязано приложить максимальные усилия по защите прав предпринимателей и инвесторов, сказал в бытность премьер-министром и исполняющим обязанности президента Садыр Джапаров. Он отметил, что инвесторов изматывают бюрократические препоны и вымогательства со стороны чиновников. К сожалению, воспользовавшись сложившейся ситуацией в стране, некоторые уничтожили имущество, приносивших доход инвестиционных компаний, таких как Джерюй, Металлкен, Терексай. Эти действия еще более усугубили бедственное положение нашей экономики и без того пострадавшей от пандемии COVID-19 в 2020 году. Но даже в этом вопросе есть другая сторона. Противоправные действия со стороны местных жителей были связаны со многими факторами. Они были мотивированы на эти действия в связи с нежеланием инвесторов сотрудничать с местным населением, а также несоблюдением международных требований по экологическим вопросам в регионе. У нас долгие годы сохраняется негативное отношение местного самоуправления, вообще в целом населения по отношению к горнодобывающим компаниям, то есть отрасль горной добычи, он имеет именно эти риски. И всегда эти риски были в прошлом году, позапрошлом году мы наблюдали, что опять же такие протестные настроения местного самоуправления, местного населения, они были, они наблюдались, мы по этим направлениям работу вели, и в том числе разъяснительную. Деньги любят тишину. Политическая стабильность и положительный имидж страны – важные условия привлечения и успешной работы инвесторов. Потому государство должно гарантировать инвесторам и бизнесу безопасность, законность и порядок. Мирлан Маматалиев, Эрнест Миралиев, Нью ТВ.